Северо-Остинском государственном академическом театре готовятся к премьере «Послы гор» в постановке Гиви Ваалиева. И сегодня художественный руководитель театра в нашей студии. Гиви, добрый день. День добрый. Гиви, расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к этой премьере? Чем вы сейчас занимаетесь? Театр полностью сейчас занят постановкой романа «Послы гор». Роман написан Владимиром Цаголовым. Это один из самых популярных романов. И, наверное, каждый осетин, каждый второй осетин непременно читал этот роман. И в рамках присоединения Осетии к России 250 лет мы недавно отмечали эту дату, отмечали в Москве. И Осетинский театр при поддержке республики, главы республики ставит этот спектакль. 25 декабря, 25 и 26 назначена премьера, и даст Бог, мы сыграем. Вы за кадром нам говорили о том, что существуют некие сложности в реализации этой постановки. Можете подробнее рассказать о них? Ну, это национальная пьеса, и в этом есть сложность в подходе. Я об этом часто говорю, есть разные... Есть театры, такие как Кабуки, есть театр Дель Арте, есть Остинский театр, национальный Остинский театр, где есть свои жесты или минимум жестов, есть свое поведение, которое понятно только осетину. Почему мужчина в той или иной ситуации ведет себя именно так, почему женщина ведет именно так, как-то непривычно сегодня. И это все сегодняшнему современному поколению очень трудно дается. И также современным режиссерам, к которым отношусь и я. Ну, то есть ментальность ставит вас в какие-то рамки. И эти рамки нам нравятся. Мы начинаем их изучать. Сложно, безумно сложно. Вообще, наверное, это один из самых сложных проектов, который, может быть, я каждый раз так говорю, сейчас, наверное, актеры театра слышат, я каждый раз так говорю, но это так, это сложный проект. Во-первых, массовый спектакль, занят практически весь театр. Мы пригласили на постановку главного художника театра Эрмитажа Гарри Гумиля. Он является сценографом спектакля. Ольга Шайдулина, которая уже известна, уже с нами работала в спектакле «Король Лир». Она композитором. Лариса Ваалиева, она художник-сценограф. Я режиссер. И это большая команда. Должны сейчас пойти все в одно русло. И писать, допустим, музыку, новую авторскую музыку тоже сложно. Создавать пространство, где есть одновременно и ущелья наши, и есть Петербург, очень сложно. Это киношный материал, который мы переносим на нашу площадку. Сложность заключается в том, что каждый человек что-то как-то знает об этой истории, о присоединении, о послах, о Зурабе Макаеве, о Элизбаре Кисаеве, Батырбеке Цупанове. Что-то знают. И у каждого есть своя правда, свое понимание этой истории. Поймут ли они то, что мы историческую хронику не преследуем, а делаем свое художественное произведение, свое художественное видение этого сюжета? Сложность вот в этом. Вы сказали, что в спектакле будет использована авторская музыка. Можно об этом подробнее рассказать? Кто композитор, кто пишет композиции? Я сказал, Ольга Шайдулина, которая уже оформляла нам спектакль «Король Лир», который получил золотую маску, на стихи Чермена Дудаева, будет писать музыку, которая будет в этом спектакле. Это очень сложный процесс, когда, допустим, писать национальную музыку. Ну вот об этом бы и хотелось поговорить, сложно. Что это уже по себе сама задача писать национальную музыку. Это уже интересно. Как проект в проекте. Да, это интересно, и мне нравится, что Ольга очень увлечена именно тем, что она пишет национальную сейчас музыку, и для этого привлечены такие ребята и специалисты, как Казбек Гуацаев. То есть огромная, большая команда сейчас работает над реализацией этого проекта.
Мы очень давно и очень... В театре должна быть такая драматургия, в театре должны быть такие спектакли. Но времени мало. Всегда не хватает одного дня, и всегда не хватает времени. Человеку всегда во все времена не хватало времени. И Ну, сейчас тем то же более самое. у Остинского театра, в принципе, насыщенные дни бывают. Да. И вы недавно с гастроли вернулись, но об этом мы поговорим чуть позже. А что касается повести «Послы гор», вообще как она приспособлена под театральную постановку? То есть есть какие-то произведения, которые приспособлены, там, например, «Ревизор» Гоголя, да, его там легко поставить. А вот «Послы гор». Вообще романы все, ставить роман на сцене сложно всегда. Тем более, когда такого масштаба роман, как «Послы гор». Конечно, это не сценическое произведение. И в этом есть сложность, что ты хочешь нечто большое уместить в какую-то коробку. Но постараться надо. Потому что у нас пока есть своя коробка, когда будет возможность снимать фильм, то первое, наверное, что можно снять, это «Послы гор». А вы как режиссер этого спектакля, будете ли вы там исполнять какую-нибудь роль? Нет, я сказал себе, что в своих спектаклях я всегда буду только режиссером. Этого достаточно. Этого достаточно. Ну, это, конечно. А почему вы приняли такое решение? Потому что человек должен наблюдать со стороны. Невозможно совместить. Да, невозможно. Когда я актер, я полностью подчиняюсь режиссеру, ничего не говорю, работаю. А когда я режиссер, я хочу, чтобы я видел все со стороны. Недавно в вашем театре прошла еще одна премьера «Мизантроп» в постановке Александра Битарова. Я слышала много мнений о ней. Вот поделитесь своим мнением, как она зашла публике. Ну, спектакль прошел, и были аншлаги. Это такое новое видение режиссуры. Александр Эмильевич Битаров, он очень талантливый человек, и спектакль «Мизантроп», я очень надеюсь, я уверен в том, что он займет в репертуаре театра свое достойное место. То, что у спектакля есть разные мнения, это хорошо. Когда говорят «хорошо» это, то надо задуматься. Когда говорят «плохо», надо задуматься тоже. А когда говорят «так и так», это уже о чем-то. Тогда есть резонанс. Ведь спектакль очень насыщенный, ведь спектакль очень динамичный. Очень красивый. Да, и там тоже можно сказать, что не хватало одного дня. И я знаю, что до сих пор идет работа над спектаклем, там хорошая сценография, есть идея спектакля, это самое главное. И у каждого театра, каждый театр, он не должен останавливаться на одном своем видении, и он не должен топтаться на месте, должен пробовать идти вперед. И я думаю, что это достойный спектакль для Остинского театра, который он носит к Остинскому театру, его легко можно остановить в развитии и сказать, что он национальный, и вот на этом остановить. На этом остановить, да. А у театра нет ограничений. Театр может ставить и может проверять, что нравится сегодняшней публике. Ну, своеобразный срез на самом деле. Да. Вообще, давно хотела спросить, вот Остинский национальный театр, он славится своими драмами, и при этом он славится своими комедиями. Вот как это у вас совмещается? Это театр. Это театр. И театр может на одном представлении заставить... Вот мы выпускаем, допустим, спектакль «Газдановый», и мы видим, как 600 человек, полный зал, плачет. И на следующий день эта же актриса может сыграть там мою тещу, и 600 человек будет просто смеяться. Это театр. И мне кажется, что это никем не изучено до конца, почему так происходит. Есть люди, которые могут заплакать только на таких представлениях, как «Газдановые», а в реальной жизни как камень стоять, не двигаться. Происходит какое-то действие, и человека трогает. В
последнее время на вашей сцене появилось много молодых актеров, и я заметила, что вы обновили актерский состав. Расскажите, пожалуйста, о них. На кого следует обратить внимание? Очень я рад тому, что в театре сейчас очень много молодежи, и когда есть молодежь, есть конкуренция, театр жив, театр двигается вперед. Мы сейчас, вы видели спектакль «Овод», молодой парень Алан Зигоев, который, я надеюсь, что также он будет трепетно относиться к Остинскому театру, как сейчас, и тогда театр будет улыбаться ему. Театр – это жестокое место, он молодость забирает, а потом в старости оставляет в покое. Но пока есть молодость, театр будет забирать. Также Коста Харебов, Коста Джоев, вернее, Фариза Сикоева. Очень-очень много молодых, которые сейчас в театр придут, и театр на них ставит ставку. А те, которые сегодня в театре, там и Фатима Хусонова, и Амина Акацева, и Суслан Тидеев, ну, о них я уже их не считаю молодыми, они довольно-таки давно в театре и работают, и у них главные роли, очень потом приличные роли. Новые ребята – это выпускники нашего Северо-Остинского госуниверситета? Это в госуниверситете есть курс, который сейчас должны прийти полностью в театр. Это вот 10 человек. 10 человек, да. И также у нас есть своя студия, детская студия, которая также работает. Если вы смотрели спектакль Газдановой, то детская студия при поддержке Вячеслава Зимхача Битарова, который существует уже второй год. Эта студия не только они учатся, они уже заняты в спектакле, таких как «Ромео и Джульетта», Газданова, и сейчас «Послы гор», они плотно заняты не только в массовых сценах, но и Газдановых они несут ключевую роль. Они очень прям хорошо отыграли. Ключевую роль в этом спектакле. Без них как спектакль ставится. И имея такую студию в театре, у тебя руки развязаны, ты не ищешь где-то детей, они рядом с тобой, они учатся. У этих детей есть полный доступ в театр, они приходят на все премьеры. Если нет мест, они садятся где-то на ступеньках, они смотрят все репетиции. Это такая жизнь. То есть у вас прямо сейчас такой процесс воспитания своих будущих сотрудников? Конечно. Это года 3 тому назад мы должны были набрать в Щукинское училище, но по всей Осетии мы не смогли найти 10 человек, которых бы отправили бесплатно учиться в Щукинское училище. Проблема была в знании остинского языка, да? Да. И тогда мы приняли решение, что надо сделать свою студию, где мы будем готовить ребят для национального театра. Вполне возможно, что не все пойдут они туда, и не все они будут... Ну, конечно. Да, но они уже будут знать дорогу в национальный театр. И вполне возможно, кто-то из них захочет писать, захочет рисовать, будет петь, танцевать. И они будут большими друзьями Остинского театра. Ну, я в этом не сомневаюсь. Да, и сегодня, допустим, я знаю, вот в факультете искусств учится девушка, которая наша выпускница. Амина Акацева наша выпускница этой студии. Но до этого тоже была студия, которую театр при СТД создавали. Фатима Хусонова. Сегодня, ну, я же говорю, это большая поддержка вашего театра. Да. Какие еще постановки ожидают зрителей в текущем театральном сезоне? В январе месяце к нам приезжает, в конце января приезжает к нам Эльдар Трамов, приступает к постановке маленькой трагедии Пушкина. Также в конце сезона к открытию второму фестивалю «Вахтангов. Путь домой» театр подготовит «Маленького принца» по Экзюпери. Также будет фестиваль в июле состоится, фестиваль в июле состоится, и к этому фестивалю театр готовит «Маленького принца» Экзюпери. Также Эдуард Келихсаев будет ставить спектакль «Он, она, окно, покойник», комедия. И Тамерлан Сабанов приступит к постановке
Лгун Гальдони. А недавно ваш театр вернулся с гастролей. Расскажите, где вы побывали, какие постановки представили и как их восприняла публика? Я очень люблю эту тему гастролей. Нам удалось в этом году такое хорошее турне. Мы были в Москве в Малом театре, показывали спектакль «Король Лир» при поддержке Росконцерта, больших гастролей, при поддержке компании «Мерт», при поддержке главы республики, Министерства культуры. Также были в театре Пушкина, показывали спектакль «Овод». Я уже говорил, что в рамках присоединения Осетии к России к 250-летию мы в Вахтанговском театре показывали спектакль «Газдановы». Также в Абхазию сразу после того, как мы показались в Вахтанговском театре, оттуда Осетинский театр поехал в Абхазию и играл в спектакле «Король Лир» и «Овод». Ну вот какую из этих постановок зрители больше всего, как сказать, собрала больше всего аншлагов? Потому что, мне кажется, чувства вкуса нашего зрителя и российского зрителя, они все-таки несколько отличаются. Мне просто интересно. Нет, никак не отличаются. Никак не отличают. Нет, люди хорошие и там, и тут понимают. Да? Нет, я не говорю о том, что хорошее, но мне кажется, на Кавказе все-таки вот, драмы, да, там что-то такое, где много чувств, где много эмоций, да, вот в России как-то люди более легкое что-то смотрят. Ну, возможно, это мой стереотип. Нет, совершенно нет. Как здесь «Король Лир» проходил очень хорошо, и как «Овод» проходит хорошо, также и там нас очень тепло приняли, очень хорошие отзывы у нас есть на нашей странице. Совершенно для многих по-новому открылся Осетинский театр. И не для осетин, которые отсюда уехали, живут в Москве, а для людей, москвичей. Но аншлаг, конечно, самый. Это Газдановы в Вахтанговском театре. Это наша история, это наша боль. И мне очень понравилось, что эта история, она тронула всех. 1200 человек в этом зале. И можно было где-нибудь поставить диктофон и записать музыкальную партитуру от того, как люди воспринимают его, какая была тишина. Это что-то магическое происходило в этот день. И я навсегда запомню этот день. И я очень благодарен Кириллу Игоревичу Кроку, который так тепло нас принял там. И они организовали все для того, чтобы этот спектакль был в полном объеме сыгран. Потому что это новая площадка, у них очень много возможностей, но каждый спектакль, он бывает приспособлен к определенной сцене. Когда ты его приводишь на другую сцену, которая в разы больше, и ты понимаешь, что твои актеры здесь могут потеряться. И декорации не тех размеров. Да, ну мы постарались, я до этого выехал, посмотрел, и даже мы сделали новый задник. Там очень играет важную роль тюль, которая сзади висит. Но эти цеха все... А памятник? Памятник тоже. Ну, он поместился, там с памятником не было проблем. Проблемы были другими техническими моментами, которыми их заведующий постановочной части и сам Кирилл Игоревич очень нам сильно помогли. Да. Но когда вы сказали о том, что вот больше как бы Газданов зацепили, мне кажется, это вообще не удивительно, потому что вы только произнесли слово Газданов, и у меня вот на самом деле прошлись мурашки по коже, я просто вспомнила этот спектакль, это равнодушных не было. Ну, в зале равнодушных не было. А сейчас близится уже Новый год. Будут ли в Остинском театре спектакли для самых маленьких зрителей? Либо какие-то постановки, представления? Вот из-за того, что я вот столько всего перечислил, из-за того, что мы столько были на гастролях, это забирает время театра. Да, это приятно, ты ездишь, ты показываешь, и от этого ты становишься сильнее.
Ну, немаловажно, что просто дети идут в осетинский театр и слышат родную речь. И мы вот сейчас экстренно, Валерий Заурбекович Царьев, мы подобрали национальную сказку «Тархуша Амун, Зайчье счастье», которая вот сейчас, буквально вот сейчас даже репетируется, чтобы мы успели для наших юных зрителей. Но я думаю, что успеем. Иногда вот эта интенсивная жизнь, которая безумно нравится, и я бы хотел, чтобы в следующий год мы то же самое повторили, она иногда наши планы нарушает. Но и этому надо научиться, чтобы одно не мешало другому. Ну, я думаю, что вот это вот ваш ритм, которым вы живете, ритм театра, имею в виду, это залог вашего успеха. То есть, если бы ничего не происходило, это бы означало, что театр никому не интересен. Гиви, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, и до новых встреч. Спасибо вам большое.